Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий. В студии Юрий Осипов. В суд направлено уголовное дело по факту массовой драки на паромной переправе в Сунтарском районе, которая произошла в июне прошлого года. Сообщается, что обвиняемые, используя в качестве оружия якутский нож, отвертку, а также топор, напали на работников организации, где в том числе угрожали убийством, а также прокололи шины 2 автомобилей. Уголовное дело возбуждено в отношении 5 лиц, ранее привлеченных к уголовной ответственности. Они обвиняются в совершении 15 эпизодов преступлений. Еще одно происшествие в Сунтарском районе. Местный житель стрелял в дверь односельчанина. Потерпевший обратился в полицию. Установлено, преступник 21-летний местный житель, работник котельной. Ранее между ним и пострадавшим произошла ссора в сельском клубе, которая чуть не закончилась дракой. Позже ночью он, напившись, взял ружье и направился к дому обидчика. Подойдя к террасе частного дома, он дважды выстрелил в дверь, после чего скрылся. Как сообщает пресс-служба МВД Республики, охотничье ружье и патроны изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганства. Якутянка, продавая ноутбук, стала жертвой мошенников. С банковской карты потерпевшей злоумышленники сняли более 20 тысяч рублей. Жительница Нюрбинского района разместила объявление о продаже ноутбука, и в новогодние дни ей позвонил потенциальный покупатель. Он попросил девушку назвать номер банковской карты, якобы для того, чтобы перевести предоплату – 6 тысяч рублей. Затем пострадавшие начали поступать СМС-сообщения с кодами подтверждения, которые она продиктовала мошеннику по его просьбе. Лжепокупатель пообещал, что оплату за ноутбук переведет частями, но после завершения разговора потерпевшие стали поступать оповещения о снятии денег с банковского счета. Всего у девушки похитили 21 600 рублей. По данному факту проводится проверка. Минэкологии Якутии проводит проверку информации о загрязнении реки Чульман, распространяемой в социальных сетях. На место происшествия выехали госинспекторы Нерюнгринского комитета государственного экологического надзора. В ходе проверки будет проведен осмотр территории акватории, береговой линии, водных объектов рек Чульман, Верхняя Нерюнгринка, Дежневка, а также будут отобраны пробы воды по результатам лабораторных исследований проб, будет принято процессуальное решение. Без крыши над головой под Новый год остались жители большого частного дома в микрорайоне Сомово в Воронеже. В двухэтажке 4 семьи, есть даже 90-летняя бабушка, которая давно не встает с постели. Как именно помогать погорельцам, сейчас решают в управе железнодорожного района. Но утром, когда вспыхнул огонь, главное было просто спастись. Готовились к празднику, теперь не знают, где его проведут. В 9 утра, когда вспыхнул пожар, внутри было несколько человек. Дом большой, владельцев то ли 4, то ли 5. У районной администрации и самих жителей сведения разные. Впрочем, дело даже не в количестве квартир, а в том, что пожарным адрес Украинская, 35 хорошо знаком. Наталья Хохлова рассказывает, спасателей вызывали минимум раза 3. Конечно, масштабы были не те, что сейчас, но вот начиналось все на жилплощади ее бывшего мужа. Он обитает через стенку. Я утром проснулась, знаете, от чувства такого вот гари. Думаю, откуда может быть? Я халат натянула, выскочила, глянула, у него уже там выше крыши пламя. Выскочила сюда, парень уже звонит вызвать пожарные. Я побежала к другим хозяевам, потому что уже перебрасывается. Моя уже крыша заполыхала, стала гореть. Пожарные приехали через 3 минуты, благо ближайшая часть совсем рядом. Оценили обстановку, поняли, самим не справиться. Пожар был в довольно-таки уже большой площади по прибытии первых подразделений. Соответственно, довольно-таки плотная застройка. Пожарные подавали стволы в первую очередь со стороны негорящих сооружений зданий, чтобы их защитить. На месте пожара работало 9 единиц специальной техники. Привлекались экипажи ГИБДД для перекрытия улицы и ограничения движения по ней. Использовался один пожарный гидрант, который находился в непосредственной близости от дома, был в исправном состоянии, что облегчило работу пожарно-спасательных подразделений. Постепенно к дому стали подтягиваться соседи, причем не только зеваки, как часто бывает в подобных случаях, но и те, кто реально хочет помочь. Тут на Украинской 35 живет Уличком, которую в округе очень уважают. Надеюсь, что все жители нашего поселка, кто знает и помогут, кто чем может, потому что такое несчастье, конечно же, дай бог никому что не случалось. Мы с своей стороны, конечно же, поможем все деньгами, как сможем, соберем все, сколько сможем. Приехали и из управы железнодорожного района. Говорят, первым делом нужно решить, куда расселить людей. Варианты есть, причем даже несколько, но погорельцы, несмотря на мороз и практически отсутствующую крышу, покидать дом не хотят. Единственный вопрос, который вот сейчас мы решаем, потому что в
одном из помещений лежачая у нас престарелая жительница, 90 лет, и родственники, мы предлагаем свои услуги, мы ее можем сейчас госпитализировать, вот, но они пока хотели бы, чтобы она осталась дома, потому что ее часть дома не пострадала. Поэтому решаем сейчас вопрос по восстановлению газификации. Через несколько часов газоснабжение восстановили и приняли окончательное решение – бабушку не перемещать. Задача номер 2 – как и чем помочь погорельцам – будет решаться совместно с органами соцзащиты. В районной управе говорят, подобные ЧП, к сожалению, происходят не так уж редко, поэтому механизм отработан. Уже сейчас можно сказать, ущерб не маленький. Огонь уничтожил кровлю и мансарду на площади порядка 200 квадратных метров. Предварительная версия причин возгорания – короткое замыкание электропроводки. По меньшей мере 1 человек погиб, и судьба еще 2 пока неизвестна после взрыва и пожара на танкере в бухте Гонконга. Инцидент предположительно произошел во время дозаправки на рейде. Подробности в репортаже наших коллег. Взрыв прогремел на танкере «Олак Форчун» в 11:30 во вторник у острова Ламма в Гонконге. Вслед за этим на судне вспыхнул пожар. В результате инцидента 1 человек погиб, 2 пропали без вести. По словам местных жителей, звук взрыва был слышен за много километров от места происшествия. Многие подумали, что произошло землетрясение, другие сравнивали эффект от удара звуковой волны с тайфуном. В домах сильно дрожали окна и двери. Пожарным катерам потребовалось 5 часов, чтобы справиться с огнем. По мнению экспертов, возгорание возникло во время дозаправки на рейде. Отмечается, что это опасная операция. Судно под вьетнамским флагом водоизмещением 17 тысяч тонн, самое маленькое в своем классе, накануне доставило груз нефтепродуктов в порт города Дунгуань, провинция Гуандун, и прибыло в Гонконг порожняком. Спасатели эвакуировали на берег 23 члена экипажа. Почти все моряки выпрыгивали за борт. Пострадавших доставили в городские больницы. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.